Европа поощряет войну в Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии на мемориальной церемонии в местечке Дукла и Свидник. Роберт Фицо и президент Словацкой Республики отмечали 80-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, когда советские войска и Первый Чехословацкий армейский корпус объединились со словацкими повстанческими силами против армий Германии и Венгрии. Церемония состоялась у памятника Чехословацкому корпусу в присутствии ветеранов войны. По мнению историков, Карпатская операция стала одной из самых кровопролитных, потребовала больших жертв по обе стороны линии фронта. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej. No už obrazne povedané, možno takáto jedna raketa by mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku, aby pochopili, о чем то власне pre Boha všetci. Ранее в телеинтервью Фицо пообещал, что не допустит принятия Украины в НАТО, пока находится у власти. С самого начала российского вторжения он критиковал военную и финансовую поддержку Запада Украине.